final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. Мы подобрали, распилили по размерам брусок из корня березы, подходящий под наши нужды для рукояти якутского ножа. Корень березы — это, если выражаться простым языком, опухоль, рак корня березы. Встречается у больных деревьев березы. Достаточно большие размеры бывают, но деловая часть, используемая для рукояти якутского ножа, бывает небольшой. Это наш испытанный клинок для левши, который мы испытали в предыдущем видеоролике. Теперь мы должны сделать отверстие для этого клинка. Я примерно нарисовал, где я буду делать отверстие карандашом. Поставил центр, крест-накрест. И теперь буду прожигать раскаленным металлом. Так прочнее. Корень березы само по себе прочный материал. Но если прокалить, прожечь каналы рукояти раскаленным металлом, то получается еще прочнее. Кладу сталь для проделывания отверстий на угли и жду, пока она покраснеет, накалится примерно до 700 градусов. Так. Закрываем. Достаем раскаленный металл и прожигаем в нужном направлении. Видно вам или нет? В нужном направлении прожигаем. Таким образом делается отверстие рукояти якутского ножа. И так пока не достигнем нужной нам глубины. Вот, пожалуйста, отверстие, начальный отдел. Достаточно 2-3 прокаливаний, чтобы погрузить хвостовик по-якутски тура якутского ножа на глубину 6 сантиметров. Вот таким образом. Проверяем
клинком самим. Видите, практически вошел уже. Рукоять молоточком. Колотить на нужную глубину. Колотили. И достать тоже проблема. Но при определенной сноровке и грамотной термообработке клинок не страдает. Так. Вложить усилия. Вот. Достали. Клинок вошел на глубину 3 сантиметра. Сухую лиственницу. Но при извине пострадал. Вот таким образом производится посадка клинка в рукоять. Теперь нужно поработать ножом, чтобы придать рукояти нужные нам пропорции. Too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption.